Холей Марьямби Шарифзода. Независимый общественно-политический деятель Майрамби Шарифзода. Хочу сделать небольшое объявление. Прошу всех соединяться с сайтом integraltg.org. Писать все свои пожелания. Теперь, значит, чтобы вы были в курсе дела. В настоящее время в городе Москве по Гранатовому переулку, где находится посольство и консульство Таджикистана, собралось большое количество граждан Таджикистана, выходцев из горного Бадахшана. Все улицы окружающие, все окружающие улицы оцеплены работниками правоохранительных органов. Люди требуют незамедлительной отставки этого людоеда, этого преступника, этого президента так называемого Эмомали Шариповича Рахмонова. Вот я хочу в настоящее время по поводу харокских событий и 2012 года, и 2020 года, и то, что сейчас творится безобразие, лично от имени всех граждан Бадахшана, от имени всех исмаилитов мира обратиться к уважаемому, высокочтимому его превосходительству Агахану IV. Вы потомок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Вы предводитель всех исмаилитов мира. Вы обязаны перед Богом, перед своей совестью, перед всеми исмаилитами мира сейчас незамедлительно защитить весь народ Бадахшана. Вы обязаны. Тамоми мардумойки Маснаби Исмаили Доран ба Огохон Чорум Бовари Калон Доран Хамчу امام زمان حاضر زمان باید طرفدار آن باشند که آگاخان هم سال 12 در ماه شریف رمضان هم در سال 20 هم انا حاضر میتینگه که مردم بیگناه بیاراق پرانده کشته شدن برخیزن و طرفدار مردم شوند. Уважаемый Агахан IV, убедительная просьба к вам. Ваш голос услышит весь мир. Вы всемирно известный человек. Вы обязаны перед своей совестью, перед Богом, по своему происхождению и по своему, как у вас должность, защитить всех народов Бадахшана. Вы знаете, что почти 300-400 взрослых мужчин, женщин находятся на работе, то есть в трудовом миграции, нету их на Памире. Остались там беззащитные старики, несколько таких честных, добросовестных людей, которые защищают честь, достоинство своего народа, своей земли, своих матерей, чужих сестер. Вот вы кого сейчас должны защищать. Вот сейчас вы обязаны встать и защитить их. Потому что дальше так жить нельзя. А этот самозванец, этот людоед, этот каннибалист, это всемирно известный террорист номер 1, президент Таджикистана Эмомали Шарипович Рахмонов, незамедлительно должен уйти в отставку со всеми своими сотрудниками правоохранительных органов. И весь народ Таджикистана должен взяться за руки, требовать его отставки. Дальше невозможно. Надо их всех в действительности не дать возможность, чтобы они улетели на самолетах, на вертолетах, а всех их арестовать, забрать у них, чтобы они, каждый из них отвечал за каждый грамм золота. Почему они уничтожали людей в Ахьо? Только из-за золота. Почему уничтожали людей в Рамитском ущелье? Потому что тоже там залежи золота находятся.
Да. Я много-много твердила и говорила о том, что нету никакой власти в Таджикистане. Честные сотрудники правоохранительных и правоприменительных органов Таджикистана никогда не будут стрелять в безоружный народ. В настоящее время имею сведения из достоверных источников спецслужб Таджикистана, что дано указание расстреливать до 1 миллиона граждан Таджикистана повсеместно, где они будут вставать и говорить правду и требовать безотлагательной отставки этого кровопийцы Эмомали Шариповича Рахмона со всей его коррумпированной, со всей его узаконенной государственной организованной преступной кланом. Вот о чем речь идет сейчас. 1 миллион, то есть более 1 миллиона человек в Таджикистане они готовы расстрелять, только чтобы не уйти в отставку, только чтобы народ опять держать в страхе, как держит его в страхе за 2 месяца до своего прихода к власти. Первая жертва кто был? Первая жертва был Джаунхон Ризоев, начальник управления милиции в Кулябе, потому что он в Афганистане служил, он знал все эти безобразия. И по указанию Эмомали Шариповича Рахмонова через 16 дней, как говорится, расстрелял его Сангат Сафаров. Вот так посеяли страх в умах, в разуме таджикского народа. Встаньте, люди, все женщины, дети, мужчины, старики, все братья, сестры из Бадахшана, Заравшана, из Гисара, из Айнинского района, из Ленинабадской области, кто бы вы, где бы ни находились, вы все граждане Таджикистана. Вы все имеете право на конституционную защиту своих семей, на труд на своей родине, на обеспечение, чтобы он обеспечил вас на основании Конституции не только Таджикистана, но всего мира рабочими местами, достойной заработной платой в Таджикистане. Вот что вы должны требовать. А он нарочно делает, посылает всех людей, которые могут оружие держать в руках или могут работать, только в трудовую миграцию, только в рабство. Поэтому больше ему никто это не позволит. 1 раз человек в мире живет, 1 раз. Поэтому мы должны защитить будущее Таджикистана, защитить будущее Таджикистана на тысячи лет для наших внуков, правнуков, защитить таджикские земли, чтобы больше не продавали ни Китаю, ни Киргизии, а то, что он хочет в действительности уничтожить всех людей, которые знают, что он первый террорист мира и содержит транснациональный контрабандный трафик, который идет через по мир, поэтому убивает тех людей, которые могут за себя постоять. Еще раз требую Агахана IV, уважаемого, его превосходителя, обращаюсь к вам. В конце концов, защитите исмаилитов в Таджикистане. Спасибо, что вы построили культурный центр в Душанбе. Спасибо, что вы построили университет, филиал университета в Хароге. Но люди должны жить. Людей никто не имеет права расстреливать. Люди собрались на митинг для того, чтобы защитить права этих расстрелянных людей. До каких пор это будет продолжаться? До каких пор, я спрашиваю всех, мировое сообщество, поднимите свои голоса в защиту таджикского народа, в защиту всех граждан Таджикистана. В настоящее время, еще раз повторю, что митинг собрался Гранатовый переулок города Москвы, там десятки тысяч людей идут, их не пускают вокруг этого посольства и вокруг консульства многочисленные правоохранительные органы, чтобы вы все знали. В настоящее время действительно митинг собрался. Что еще я хочу вам сказать? Не бойтесь, люди. Страх сильнее и страшнее смерти. Мы все люди смертные. Мы должны доказать, что мы не боимся этой коррумпированной
государственной организованной преступной группировки имама Али Шарифовича Рахмонова со всем его семьей, со всеми его окружением, а честные преданные люди спецслужб Таджикистана, правоохранительных органов, солдаты не будут стрелять в свой народ. Они действительно повернут свое оружие против этих преступников, чтобы их задержать, не дать им возможность выехать за границу, чтобы они до последней копейки, до последнего рубля, до последнего сомони, до последнего грамма, то, что они грабят. Вот сейчас мы что должны с вами делать? Требовать, чтобы в Таджикистане была законная, конституционная справедливость в отношении каждого и всех. Особенно в отношении тех преступников, которые пришли в правоохранительные органы и думают, что берут на себя обязанности Бога, и начинают убивать людей. Они никакого права на жизнь не имеют. Почему? Потому что они незаконно лишают жизни других людей.